Сәлем достарым, матурларым. Хәлләрегез ничек, ни эш бетерәсез? Мин сәяхәттә Татарстан буенча. Бүген бик кызык видео булачак. Мин Апас районының Дәүш авылына барам. Сезне бик шундый тырыш, күркәм гаилә белән таныштырам. Рәхәтләнеп карагыз, комментарий язарга онытмагыз, лайклар куярга онытмагыз. Махсус сезнең өчен тырышам. Татарстанның шундый кызыклы шәхесләр турында зур-зур видеолар яздырам. Киттек! Biz иптәшем белән 2002 елда өйләнештек. Он строитель, я пищевик-технолог. Вообще, как бы к бизнесу никакого отношения не имели, к сельскому хозяйству тем более. Но тихонько-тихонько вот решили с 2005 года, узнали вот эту идею выгонки лука зеленого и начали вообще выгонять из подвальных помещений. Вот веришь, нет? На цокольном этаже. И как вспомню, какое качество лук зеленый мы выращивали, боже, думаю, как у нас еще лук принимали, ну, на продажу брали, да? Ну, потом дальше больше, 1 теплица, 2 теплицы, и вот когда нужен был уже объем, мы вот решили переехать сюда, в деревню, потому что здесь был масштаб, здесь были площади свободные, и мы его сначала жили в нем летом, то есть Казан, блин, Апас арасында жердик, а вот в прошлом году нам удалось заработать и построить дом, вот мы переехали сюда. Мы так подумали, да, что здесь ауылда мактаб все равно, да, и есть возможность больше развиваться. Мы построили сначала теплицы, то есть у нас был здесь старый домик, а на рынке мы заработали, построили новый дом. Конечно, эшләр бетмәгән әле, но ничего, әкрен генә төзеп бетербез инде ансында. Менә балаларны күчердек инде. Вот теперь здесь матур иттереп яшибез. Вот, әйдәтеп покажу вам теплицу нашу. Малай вообще хәзер инде кул астына керә башлады, водительский права получил. Вот, кызым инде булыша идәге эшләр белән. Так у нас прям чек-лист есть, мы тут каждый день. Кемнең су сибәргә, кемнең кыяр җыярга, кемнең этләрне ашатырга, все, у нас там галочки ставим, у нас насчет этого дисциплина есть. Но без этого никак. Я считаю, что детей нужно приучать к труду, чтобы они знали, что это не просто так все дается. Что там булки не растут на деревьях, что булку нужно приготовить. Вот этот склад тоже мы построили в тот год же, когда с теплицей вместе. Делали вот это опыление, утепление. Сюда мы складываем собственную продукцию. Что такое? Это лук репчатый, вот этот собственный посадочный материал. Мы его здесь складируем по осени и кыш буе шунан алып, мы сажаем в теплицу. Вот, шулай. Здесь мы в прошлом году закладывали 200 тонн. Не знаю, в этом году сколько уместится. 200 тонн сюда уместилось. У меня была теплица. Как раз 1200 квадратный метр. Если говорить так, что это 12 соток, в принципе, объем не такой, площадь не такая большая, но зимой отапливаем газом природным, то есть, да, летом выращиваем здесь вот базилик, то есть базилику здесь надо очень-очень теплые, хорошие условия. В открытом грунте он уже ближе к августу начинает облетать, а в теплице вот он себя хорошо чувствует. Базилик — это вот такая пряная трава, ее тоже жаратова шилар. Сейчас люди к ПП питанию, к ЗОЖ жизни, да, к ЗОЖ образу жизни стремятся. Поэтому вот эти травы сейчас в спросе. Да. Также, опять говорю, зимой лук, летом базилик. Ну, был укроп, помидорлар, так. Это так, дилетантство. Хотя он так зарплату правильно брал. Завтра вот понедельник, сегодня будет сбор. Зелень устюрген хозмяттаима в этом бизнесе, в зеленом, скажем так, 2 большие задачи. Это сорняк, проблема, да, и мелиорация, вода. То есть вот сейчас он уже выключил, вот видите, он идет вот рабочий. У нас там есть скважина, мы ее лицензировали специально, то есть у нас документация, все основательно, ежеквартальные отчеты. И вот мы сюда выставляем вот такую линию поливальную. Сейчас они ее вот отсюда переставят на другое, да, и вот так поливаем. Но в этом очень засуха, не хватает полива. То есть один дождь заменяет 10 дней полива. Там даже, то есть в этом году, вот сегодня утром был 5-й день, бишенчикин был, да, полива за все лето. То есть дождей за все лето. В мае был 1 день дождь, в июне было 2 дня дождь.
И вот сегодня второй день в июле, когда идет дождь. Поэтому вот это все такая ситуация с засухой, да, но это не только у нас, это по всей России, центральная Россия, Оренбургская область, Саратов, Самара, Подмосковье, в общем, сейчас дефицит зелени. В этом году вот мы не можем выдержать свой объем, планируемый объем, который мы хотели выращивать. Петрушку вот второй раз должны были уже собирать, да, мы ее первый раз до сих пор не можем срезать. Прямо, да, уже какой посев, это третий посев укропа, не можем, в стрелку уходит, козу и уходит все в стрелку. По поводу мелиорации. От Минсельхоза субсидируются все мероприятия мелиоративные на 70%. Правда, в этом году, говорят, изменился порядок субсидирования, будет отбор. То есть раньше всех подряд субсидировали, условно говоря, на 100 тысяч, 70 тысяч возвращало государство. Но только целевое использование, то есть мы только опять могли на мелиоративное оборудование его потратить. А в этом году, говорит, будет отбор. Хотя, не знаю, может быть, изменится порядок из-за того, что вот опять же засуха, опять страдают. Я знаю очень много клубничников, фермеров, которые прогорели. Ну, то есть тяжело в этом году вот так. Нам в первое время не хватало очень своих площадей. Сейчас у нас их больше 50. А в первое время, когда у нас было около 8 гектаров, нам не хватало объема, нам не хватало площадей, и мы брали Ябалак жағында, там 15-20 километров получается отсюда, да, 50 гектаров земли в аренду. Но мы смогли проработать только 1 год, потому что это переброска техники, переброска людей. То есть сами постоянно контроль. Если не контролируешь, не ездишь, не смотришь, то есть это тоже не дело, да. Очень намучились, конечно, в этот год, но в тот год мы считали это вот решение наших там проблем, задачи, нам нужны были объемы, да. Вот, поработали, но потом уже после этого года, то есть тихонько-тихонько нам уже начали разрешать покупать земли, потому что, ну, здесь есть внутренняя политика своя, и политика государства, скажем так, да. И поэтому не всем сразу давали паевые сельхозземли. Хотя сейчас уже как-то более спокойно, потому что есть поддержка от местного правительства, да, скажем, как администрации, поддерживает людей, которые готовы работать. Вот я хоть сколько не пропагандировала вот этот образ жизни, что можно работать на селе, да, если кеше уйзеттелемесе, айде, шле, мене алжирны, там, беренгну, я тебе помогу продать, да, кооператив можно создать, это вот вообще тема сейчас, да. То есть, если человек местный, допустим, маленький, он не может выдержать объем, чтобы заключить договор с соцсетями, там, на, условно, там, 100 тонн моркови, да, 10 тонн моркови он может вырастить, и 10 человек предпринимать таких же фермеров, да, собрать, у них по 10 тонн моркови будет, вот уже почти договор выполнен. Эту роль на себя может взять кооператив, естественно, берет там свою наценку, условно говоря, по 10 рублей ему фермер продает, он по 15 рублей заключает договор с сетями, и 5 рублей там все расходы и свою прибыль закрывает. Вот, то есть вообще можно работать по-разному. У людей нету желания, вот нету желания, не знаю почему, то ли не от образованности, неграмотности, то ли их устраивает этот образ жизни, да. Ну вот, говорю же, пропагандирую, хочу, чтобы яшлер кубряк тартылсын, что можно, вот меня хватает букурын шлерна, вот это, от одного вот этого вида можно ведь заряжаться энергией, работать действительно, да. Не все сразу дается гладко, дуслар, но надо работать, пытаться, трудиться. Пожалуйста, вот кильян кши, если кто-то придет за советом, я могу подсказать, что-то, чего-то можем сесть, обсудить, то есть, пожалуйста, я открыт к любым там коллаборациям, как сейчас модно говорить, к любым разговорам, где-то советом, где-то может хоть чем-то помочь, да, то есть опытом поделиться. Когда мы начинали, нам никто, конечно, не говорил, сделай вот так, хотя находились люди, с которыми общались, но все равно не было людей, и мы все сами методом проб и ошибок, где-то адашып, где-то ялгышып, дрысы шли без мы, дрысы шлями без мы. Это же ведь, вот, допустим, посадил укроп и неправильно посадил, ты ведь уже потерял время. Жайки, ты ведь ты уже все, а ты время потерял и деньги потерял, ну что делать? На следующий год попробуем, на следующий год по-другому будет, да? Вот. И вот так, таким же методом пробы и ошибок, да, 40 гектар жир, суан астында утыртабыз, сивок посадили. Сивок мы закупаем в Чувашии, нужный нам сорт у проверенных фермеров хорошего качества, потому что здесь тоже важно понимать, чтобы посадочный материал не был зараженным, то есть это тоже важно. Вот. Мы здесь выращиваем лук репчатый для собственных нужд. Что это такое? Вот теплицу показывали, видите, Нима. Там мы выгоняем в зимнее время лук зеленый из головки вот из этого лука репчатого. Пойдем посмотрим. Ну вот, смотри, Ринат, кара. Мене бубашлы суган.
Бу, конечно, из-за того, что в этом году дождей нету, бигзурусмяган был турбизным монды, суаннары, такая мочковицая корневая система была. Но мада без бикриза, потому что хазрейтам нига. Вот из такой луковицы нам даст 2-3 пера зачатка лук зеленый. И мы свои деньги с этого лука возьмем. Если бы мы этот лук репчатый выращивали на продовольственной, да, хотя тема тоже интересная, у нас дефицит в республике, нету предложений по местному луку. Это тоже можно тему развивать. Если мы ее выращивали на продовольственной, мы бы здесь прогорели, конечно. Потому что, ну вот, сажаешь севок, получаешь вот только столько. Вот. Поэтому, мне шулаинда устребас. И что хочу сказать, что мы здесь особый гербицид только по весне использовали. Сейчас уже, конечно, вот поля засоренные, не совсем чистые. Эти мусорняк камня, вот. Хоть поля и засоренные, но все равно, говорю же, мы свою возьмем с этого лука. Вот, шундыра. Сами закупали посадочный материал в Саратове, в Волгоградской области. Чаще всего не тот, то есть выход не тот, или гнилой приходит, да, синаны устрясың, утыртасың, қышкыны, теплицу жағасың газ, блин, теплицың атулисың, зарплата рабочего атулисың, а он у тебя не вырос, половину сгнил. И эта проблема, это боль луководов, кто вот лук выращивает, знает, о чем я говорю, да. И мы пришли к тому, что нам нужен собственный посадочный материал. В прошлом году мы вырастили на 16 гектаров более 200 тонн. В этом году вот на 40 гектаров мы планируем взять где-то более 500, может 600 тонн получится, не знаю. Ну вот с этой пока засуха непонятно, сколько будет. Но даже если мы закроем собственную потребность, а у нас собственная потребность 300 тонн, это будет уже хорошо. Уже хорошо. Мы не кредитоваемся вообще. То есть вот насколько начали бизнес, в первое время, да, чтобы подняться были, но кредиты были такие неграмотные и хорошо сели в них. То есть в первое время же, когда вот работаешь, бизнес, он же ведь сначала вложений требует, да, так же, как и авторитет. Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Так же и с бизнесом. Сначала вкладываешь. Первое время были взяты кредиты, и вот буквально уже 4 где-то года мы отдали их, и все. Теперь у нас практика кредитования нету, мы только собственными силами. То есть ту прибыль, которую получаем, мы заново вкладываем. Если вот говорить о теплице, которая вот в зимнее время, вот 1200 квадратных метров я вот показывала, да, вам, мы ее поставили сами на собственные деньги, у нас ушло около 4 миллионов на ее посадку, да, ой, на ее постройку, простите. Если говорить про дом, вот, да, опять же, тоже не кредитные деньги, тоже примерно такая же сумма. То есть это вот про объемы. Про налогообложение, если мы говорим, да, где-то около 400-500 тысяч в месяц в прошлом году мы платили НДФЛ. То есть у нас работало столько рабочих, это и граждане иностранные были, и местные были, и мы с них платили НДФЛ. Никуда не денешься, нужно платить, это закон, мы законопослушные. Бизнес ведем легально, нелегальный бизнес вести здесь невозможно, сразу тебя придут, по головке погладят. Ну, это везде понятно, да, то есть нужно вести легальный бизнес. Вот. А вот эту теплицу, которую каркас построили, да, мы его построили в этом году на деньги, которые получили за субсидии открытого грунта, овощи открытого грунта. Успели еще как бы до повышения цен взять, хотя мы думали, мы в эту сумму уложимся и под ноль закроем уже все, да, под крышу, но не получилось. Ну ладно, ничего страшного, я крынгана шла, эти зубы требовала берса. Субсидии на открытый грунт мы получили где-то 20 тысяч на гектар. Ну вот сами посчитайте, да, 70 гектаров, около 1,5 миллиона вот таких субсидий. Мне шулай. Вот я уже говорила, да, на том поле мы были с вами, говорила про проблему водоорошения, потому что в сельском хозяйстве это, ну, ключевое, да, если нет воды, на самом деле ничего не растет. Вот это такая питающая труба, которая тянется у нас река Була, вот где посадка заканчивается, там есть река Була, и мы оттуда делаем водозабор официально, опять же у нас есть разрешение документальное, оно выдается бесплатно, выдается на 10 лет, просто нужно за этим как бы побегать и сдавать ежеквартальные и годовые там отчеты есть. Вот, пожалуйста, если ты не выходишь из определенного объема кубатуры забор воды, то есть это государство предоставляет бесплатно. Здесь у нас не такая большая площадь, в общем, мы не платим за воду. Но вот такие питающие трубы проводим для того, чтобы отсюда дальше или полив организовать, или капельную систему орошения. Вот. Это, кстати, вот тоже было куплено на деньги субсидий от Татмелиорации. Есть такая организация Татмелиорация, то есть это не Минсельхоз, а получается как дочерние, что ли, рядышком, там, в общем, они вместе взаимодействуют, да. Вот такая питающая труба.
Если говорить про соцсети, то есть, смотрите, вообще, вот есть такой бизнесмен, да, он олигарх, Евгений Черняк, он говорит, если вас нет в соцсетях, то вашего бизнеса вообще не существует. Казалось бы, где там фермерство и где соцсети, да, но и очень многие, кстати, меня спрашивают, что я в ТикТоке нахожусь, что я в Инстаграме нахожусь, что ты, мусульманка, там, фермер, делаешь в соцсетях, тебе делать нечего, сидишь тут часами. Знаете что? Во-первых, я пропагандирую, опять же, образ жизни, да, то есть я показываю, что можно жить достойно, качественно в деревне, на селе, аулда яшабула, яшлярда шуакараб, как пример, да, вот, пожалуйста, можно жить и трудиться. Второй момент, у меня есть клиенты. У меня вот сейчас есть, допустим, 3 человека, кто готов купить вот этот же посадочный материал укрепчатый, если бы мы готовы были его продавать. Они такие же луководы, они находятся в других регионах нашей России, и у них тоже такая же боль существует по посадочному материалу. Пожалуйста, то есть у меня уже есть клиенты. Также и по зелени, да, в этот раз звонит один азербайджанец из Москвы и говорит: Найля Ханум, я вас в ТикТоке там туда-сюда нашел, мне нужен укроп. И говорю, я сама в этом году укроп еще нет, Дима. Вот. Поэтому соцсети и для этого нужны. И многие предприниматели, особенно старшего поколения, чуть-чуть недооценивают соцсети, считают, что это трата времени, да. Это очень хорошая реклама. Если вести качественно соцсети, это очень хорошая реклама, и это я считаю как средство, личные средства массовой информации. Я иногда прихожу куда-нибудь, особенно, вот в агропарк я хожу, да, у меня там, знакомые же все, сколько 5 лет работали, они говорят: Наляпа, мы все знаем, мы все видели, ты там была, вот, селеп трассу даже, все знают, все в курсе. Ну, понятно, что там слишком личное показывать я тоже не очень люблю. А так, что касается бизнеса, работы, там, да, пожалуйста, говорю же, опять же. Я вот считаю, что, Ренат, у вас тоже вот ваша вот эта идея, что показывать передовиков, успешные хозяйства, предпринимателей, молодых фермеров, да, это очень хорошая идея в плане каком. Посмотрите, раньше в советское время очень вот этот, правильно делали, да, включаешь телевизор и начинают: этот колхоз собрал столько там зерна, этот там на первом месте, этот передовик, это комбайнер, это доярка, да. И люди, видя этот позитив, хорошо, да, то есть это самому становится хорошо. Сейчас что получается? Мы открываем телевизор, соцсети, да, я вообще, кстати, отписалась от всех аккаунтов, где вот этот трэш, ДТП, вот это, да, стресс, он мне не нужен, я не хочу смотреть на это, да, потому что реально от этого становится самое плохо. Когда открываешь и видишь, что это пьянство, разгул, там, не знаю, да, безденежье, без работы. Человек что, сидит он у себя дома, да, и он думает: у меня есть молоко, у меня есть хлеб, у меня есть крыша над головой, все нормально, я хорошо живу, да? А когда человек увидит успешный кейс, и вот этот человек сидит, он и не шевелится, скажем так, опять же, возвращаемся к тому, что он остановился, и он деградирует, он не развивается, этот человек. А когда человек видит успешного предпринимателя, фермера, бизнесмена, сельхозпроизводителя, любого, да, который что-то делает, который трудится, который на благо, да, кому-то помогает, возможно, он ведь зарабатывает и в помощь пойдет, благотворительность какую-то сделает. И человек, который сидит и смотрит это, хоть в соцсетях, хоть в телевизоре, что он подумает? Я же тоже так могу, он подумает. У меня же тоже 2 руки, 2 ноги, 1 голова, я тоже так смогу. И начнет уже задумываться, а не сделать ли мне там какой-нибудь бизнес или дело. Вот в чем важность. Что, вот я опять же возвращаюсь к соцсетям, многие, допустим, говорят: мы бы начали бизнес, но у нас есть вот эта трудность. И вот поясняешь им, да, они вот со сбытом начинают спрашивать меня, с чего начать, как найти сбыт. Я начинаю что рассказывать? Как я проходила путь, где я находила сбыт. И сейчас подсказываю, да, то есть вам куда легче обратиться, сюда легче. Но никто не дает готовых решений. И потом, если тебе готовый бизнес дадут, он для тебя кадрле бумео, не ценный будет. Ол кадрле именно тогда, когда ты поднялась снизу наверх, да, знаешь о чем. То есть ты все прошла, все ступеньки. Поэтому вот этот ваш посыл, идеи вашего вот сейчасшнего мероприятия, да, вот этой, скажем так, как это назвать, да, целой серии, вот когда вы показываете красивых предпринимателей, некрасивых, успешных предпринимателей, и красивых тоже предпринимателей, да, вот реально мне нравится. Мне вот это нравится смотреть. Я вот ваши видео последние 2-3 своим знакомым отправил даже бизнесменам, предпринимателям. Пусть посмотрят, порадуются, что действительно люди, есть хорошие, успешные люди, что не все так плохо. И может кто-то действительно начнет что-то делать, шевелиться. Пришли, да, сюда, вот это наше другое поле, потому что колхозный вот этот каркас теплицы,
поставили вот в этом году буквально, вот успели, урвали металл до повышения цены весной, да, на деньги вот от субсидий мы это поставили. Вот, мы здесь планируем поздней осенью, ранней весной вот выгонять зелень тоже, да, может быть кинзу, салаты, там лук зеленый, да. Дальше вот у нас тут поле петрушки, да, и то вот, конечно, в этом году уже говорю, в это время, в прошлом году мы уже второй урожай снимались. То есть петрушка, она чем хорошо ее скашиваешь, она снова растет. Вот, а в этом году еще вот первого нету, это вот, ну, засуха, барнишата болми. Вот, а да, пойдемте дальше пройдем, покажу. Здесь вот сейчас пока посадили шпинат, посеяли. Хотели как раз сегодня поливать, но и засуха, и объявлена чрезвычайная ситуация, да, в Республике Татарстан по сельскому хозяйству. Аллах тапшырган, поэтому, ну ладно, не всегда хорошо получается. Мы очень зависим, конечно, от метеоусловий, очень зависит сельское хозяйство, ну никуда не денешься, поэтому такой рисковый бизнес сельское хозяйство. Шулай. Это петрушка поле с петрушкой, да, то есть петрушка, вот сколько здесь все почти петрушкой засеяно. Кажется, что вот вроде обычная зелень, да, но реально вот есть потребность. И сейчас вот на данный момент, да, мы не можем набрать даже 100 килограмм качественной зелени. Я вот по укропу говорю, то есть вот мы сейчас сами ищем укроп, да. Казалось бы, смешно, Харвард Кашиным сейчас, да, у каждого в огороде растет укроп, а реально потребность есть хорошей качественной зелени. Вот. Что еще хотел сказать? Вот про чрезвычайную ситуацию, то, что объявили чрезвычайную ситуацию в 38 районах, Апасский район тоже зашел. С чем это связано? Чем это для нас, чем это нам будет хорошо? То есть, смотрите, если брать обычно среднестатистического фермера, он начинает весной посевную, ему нужны средства вложить, да, на бензин, там, на ГСМ, на семена, на химию, там, на зарплату, да. Естественно, он, или если собственных средств нет, он берет их или взаим, да, у банков, там, или, допустим, у него есть кредитные какие-то обязательства в виде, ну, может, лизинга, да, и от этого никуда не денешься, и не скажешь в виде в банке, чтобы была засуха, и у меня ничего не выросло. Здесь на помощь вот приходит правительство в виде Минсельхоза, да, и они у нас вот собирали как раз сводную, есть ли обязательства, то есть по каким организациям, в каком объеме, сколько там, у нас спрашивали процент по кредитам, то есть такая была там строка, процент кредит. Хотя бы, чтобы что-то закрыть, да, чтобы хоть как-то помочь, я так думаю, да, все равно это, ну, есть польза. Не знаю, правда, к чему придут, что именно решат, что и как помочь, да. Но вот по результатам 2010 года, когда была засуха, да, очень сильная засуха была, видите, вышел закон о субсидировании татмелиорации. То есть 70% от 100 тысяч, это я тоже считаю, допустим, от 100% это, ну, хорошая поддержка так. Вот. Мы же ведь работаем, мы ведь не просто деньги там отмываем, рисуем накладные, мы реально работаем, реально покупаем это мелиоративное оборудование. Вот сейчас у нас есть потребность, допустим, купить барабанную катушку для полива, она стоит 1 миллион, одна катушка, нам ее надо 2, представляете, да, то есть если нет собственных средств, откуда я это возьму? А если у меня были собственные средства, мне уже на 70% государство бы это субсидировало. Это же хорошая поддержка. 1 400 000 было бы, с 2 миллионов возврат. Вот шулай, мля кудрявый. Кстати, слышали, да, кудрявую нега картлярана? Список наркотических средств запрещенный. Это не саму кудрявую картляр, это картляр, ее семена, оказывается, вот голь на выдумку хитра. Представляете, научились из семян кудрявой петрушки какое-то вещество одурманящее делать. Да, не чуть-чуть, ящик можно покайфовать. Вот там небольшую базу выстроили, то есть там техника, оборудование, все там, небольшая ремонтная мастерская, чтобы там в холодное время не на улице, да, не делать. Вот, это все раньше было у нас при доме, в домашних условиях, а сейчас вот уже все решили немножко так это, по-культурному собраться. Вот такая небольшая база есть наша своя, производственная. С 2005 года мы вот зеленью занимаемся, да, и лук зеленый начали выгонять еще в теплицах в Казанских у себя там у нас, то есть в доме были теплицы, но нам не хватало объема масштаба, и вот мы потом переехали сюда в 2011 году. А знаешь, как получилось? Мы заключили договора с Бахетле на поставку лука зеленого, а им нужен полностью ассортимент. И мы тут начали думать, откуда взять укроп, петрушку. Тут Азат узнает, что в Подмосковье, в Домодедово выращивают поля укропа. Мы начали туда кататься пару лет, мы туда катались, Азат говорит, там обычные, говорит, люди, там узбеки, вьетнамцы, говорит, выращивают, такая небольшая тетенька, говорит, едет на большой машине, говорит, давай мы тоже возьмем. И вот у нас тут идея возникла. Менің әтинің мирасы қалды, 4 гектар жері, ему пай жері. И вот мы
Мы же как бы посоветовались с кем здесь местными и взяли вот эти земли. В первое время вот мы взяли эти земли. С 2011 года вот мы эти объемы наращиваем площади. Но все катались вот Казань-Апас, Казань-Апас. И в основном в летнее время здесь жили, на зиму. То есть дети тоже учились в Осиново, там вот в Казанской школе, да. А из-за того, что вот в этом году поставили дом, и у нас уже в зимний период работает, вот второй год, вот сейчас третий будет, третью зиму работает вот эта большая теплица, контролировать людей надо, самим надо тоже здесь постоянно быть. Мы решили переехать, поставили дом, балаларны көшірдік мектепке, балалар, конечно, бірінші вақытны. Зарина қызым нормально, она такая общительная девочка, у нее подружек много, а меня малай кішкенесі инда. Четвертый класс закончил в этом году, немножко переживал. То есть у него там друзья, анда, допустим, у них же 20 человек в классе, има шахарда, а мында 3 кіші класста, нәрсе инде улаңа, ойнарға не с кем. Вот. Ну ничего, потом тихонько договорились, зато вот сейчас вместе все нравится. В общем, сейчас уже туда не хочет, потому что туда ездим, без анда, они қалды, қойнана біз тұра анда, има. И қой вақытта анда қайтабыз да, олым айтам, мында қаласың мәлі, жуғауға қайтасың келе деп, мында қайтайын. Ел-да-ел бит инде сабантуйлар уздырабыз, да, допустим, там где-то су мәсәләсе, су проблемасы, вот кіртлер шешме, біздің здесь вот километр буквально Зиенің ар жағынан шешме ага, шул шешмені, вот эту траншею, которая идет, да, трубопровод, в каком в 46-м году, что ли, нам рассказал Халим Абы, да, они делали. 46-го года эта траншея не заменялась. Вот в этом году, не в этом, 2 года назад буквально ее вот заменили. Азат, конечно, не один это делает, а ол кішілері бітінсі бұлыша. Міне ол кішкіне қабызанда бар жетеміз шешмеге, има, кішкіне жертны, ой, кішкіне будканы Азат тоже ясады, има. Ну, өзігіне ясамайды, алайығына әйте алмайбыз, бізгіне ясайбыз, има. Но әрбір ішінің башында Азат тұрды. Әрбір ішінің башында Тахир давай нәрсе ашибыз, Тахир былай тегәлі, Тахир былай тегәлі. Енді пандемияға сәбәплі сабантуй болмады, кіші бәйремге сусаған, бұйыл да мощный уздырдық сабантуйны, әйбет болды, има. Но қыш күні уздырып алдық шыршы бәйремен. Балаларға бүләкләр еләштік, има. И это все делается не от того, чтобы вот похвалиться, что мы вот такие хорошие, меня білесім Ринатыным, а для чего? Для того, чтобы молодежь не чувствовала разницы, что меня шахарда бет ешәрі, ауылда ауыр. Ауылда да рахат ешәрге, ауылда да бәйремнәр уздырылар. Даже лучше жить. Мындағы саф хава, мындағы чиста су, мындағы иркінлік, има, рахатланып яшәп була. Чтобы молодежь, вот это, которая сейчас растет в деревне, инде эсколды прямо считанные, да, они поедут поучатся, у шахарда выучатся, има, қайтып мында тепленсіннәр, мында мышларын қырсыннар. Менә шуның сәбәпле біз вот эти условия создаем. И для себя, для своих детей и для других. Есть такое вот понятие, да, это старшее больше поколение, ниндидер менә киртелер кую, има, какие-то непонимания, что ли, да, думать, власть какую-то, что ли, хотим себе взять. Да ничего мы не хотим взять, мы просто хотим жить спокойно и создавать условия для себя, для жизни. Менә шуны аңласыннар. Ниндидер менә, вот, честно говоря, иногда прямо тупаслыкка хәтле җитә, има кеше аңламый. И ул кешеләр белән аңлатып та булмый. И не переделаешь, да и не будем. Это вот как в интернете, меня блогер, знаете, да, есть такие хейтеры, которых просто в блок или не обращаешь внимания. От того, что кто-то что-то говорит, без у нас есть вот планы намеченные, мы это будем делать. Потому что ну, мы по-другому не можем. Мы по-другому, как Тахир говорит, менталитет другой. Другого теста. Да, но опять же, жерде урын күп, түрлі кіші бар. Түрліше яшәүче кешеләр дә бар. Кемгәдер устраивает вот так, нам, допустим, надо больше. Вот этот участок мы получили, сейчас он у нас на оформлении, по программе специалисты в сельской местности. Что это значит? Что вот нам выделяют землю, мы здесь ставим дом, и сколько? 80%? 80% субсидирует государство. Но здесь должен жить специалист, который будет работать на селе. Вот.
Вот такие дела. То есть, пожалуйста, и такое есть. Некоторые говорят, может, мы хотим вернуться, ой, мы хотим приехать, а где мы будем жить, да, допустим, да. Ну, вот есть и такие моменты есть. То есть можно в любой... У нас вот Хайдараба есть предприниматель здесь, санаторий держит, да, он вот 3 участка таких взял. То есть он тоже нуждается в специалистах на селе. Он тоже 3 участка ставит, кому-то там, может, какому-нибудь повару, может, какому-то там, не знаю, инженеру своему построить. Или он ищет мягкий барб келебес. Поэтому нам уже без разницы. Пусть хотят, говорят.